Я приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. У меня для вас прогноз на 29 мая, на понедельник. Я буду смотреть все знаки от Овнов до Рыбок по 6 видео в двух частях. Начинаю с Овнов. Овны, понедельник, 29 мая. Успех. Деньги. Якорь. Остановка. Горизонтали нет. Смотрим вертикали. Нет. Исполнение желания есть цветочек. Так, и здесь нет. Смотрите, получается у вас всего 4 события. Первое событие показывает будет успех в делах, в работе в этот день. Да, где-то, какой-то социальный успех. Дальше какие-то будут финансовые вопросы. То есть можете, например, делать покупки, переводить деньги, снимать деньги. По якорю будет остановка. Да, видите, якорь. После якоря ничего не происходит. То есть, скорее всего, где-то проведете вторую часть дня, не знаю, не перемещаясь, может быть дома, не знаю, или на работе. И уже вот вечером может произойти у вас исполнение какого-то вашего желания. Так что вот такие события. В принципе, все события у вас со знаком плюс. Плохих нету. Благодарю за внимание. Перехожу к тельцам. Тельцы, 29 мая, понедельник. События дня. Верность, первое событие. Лебедь. Еще чемодан был. Не первое, лебедь, второе. Чемодан, разлука. Ожидание. Может быть ожидание того, с кем вы в разлуке. Кто-то должен приехать. Интимная связь. Якорь. Остановка, фиксация. Хорошие новости. Либо тут, смотрите, либо еще деревом можно было сделать. То есть тут важно, что вы увидели первым, дерево или шарики. Если дерево, приглашение, если шарики, хорошие новости.
Горизонтали, вертикали я у вас не вижу. Значит, получается у вас в этот день гармоничные отношения в паре. Может быть встреча после долгой разлуки с кем-то. Либо разлука на время. Ожидание, интимная связь, хорошие новости. И по якорю можете в чем-то поставить точку в этот день. Либо же, допустим, где-то в каком-то месте остановиться надолго. Ну, вот такие события для вас, тельцы. Благодарю за внимание. Перехожу к близнецам. Смотрим, близнецы. Двадцать 29 мая. События дня для близнецов. Покажите мне. Неприятность показывает у вас может быть в этот день. Змея, опасность. Какой-то неприятный человек. Деловой разговор. Обман нельзя. Корона. Общение с влиятельным человеком. Возможно, вот с этим человеком и будет этот разговор. Цветочек нельзя. Любовь. Конфликт нельзя. И деньги. Горизонтали, вертикали нет. Получается, у вас в этот день может быть неприятность. Встреча, да, с опасностью. С человеком, от которого лучше держаться подальше. Деловой разговор будет с каким-то, не знаю, представителем закона, власти, да, то есть человек в короне, имеющий власть. В любви все хорошо, да, то есть тут два сердца, может быть знакомство, если вы один или одна. И какое-то еще событие, связанное с деньгами. То есть тут деньги не обязательно приходят. Если по сундучку они приходят, да, то по мешочку они могут и уходить. Поэтому тут вот что-то с финансами будет. Плюс-минус. По-разному бывает, не могу сказать. Вот такая информация для вас, близнецы. Благодарю за внимание. Перехожу к ракам. Смотрим, раки. Двадцать 29 мая. События дня. Понедельник. Деловая встреча. Понедельник. Нерешенный вопрос. Возможно, на встрече какой-то вопрос вы не решите. И смотрите, как интересно. То есть ножнички
Буквально, если бы поменялись местами эти карты, то есть тогда вопрос был бы решен. Ножницы пока, то есть чуть-чуть осталось до решения этого вопроса. Но не в этот день, не в понедельник. Ссора может быть, метла. Деньги. Опять же, ссора может быть из-за денег. Два события рядом. Будильник. Проблема со временем. Тоже вот может быть повод для ссоры. Опоздание. Цыпленок. Общение с семьей, с детьми. Так, здесь нет. Значит, смотрим. Получается, в этот день у вас будет встреча, будет нерешенный вопрос, какое-то событие, связанное с деньгами, ссора, общение с семьей, с детьми и проблема со временем. То есть у вас тут, видите, 3 предупреждения. Следить за временем, стараться ни с кем не поругаться и понимать, что вопрос не решится, но это не конец света. Решится, да, чуть позже. Благодарю за внимание. Перехожу к львам. Львы, 29 мая. События дня. Рыба. Скользкое дело. Может быть, у вас какой-то в понедельник. Исполнение желания. Плюсик. Весы. Выбор. Печаль. Шарики нельзя. Деньги. Победа. Получение. Может быть получение новости, получение какого-то сертификата, документа. Может быть, он что-то будут выручать, например, после победы, как вариант. Неприятность. Ну, тут как бы мы уже видим, да, то есть неприятность просто показали какая, да, то есть и какой будет ее результат. Поэтому вам тут надо быть очень осторожными в понедельник. Первым событием выпадает скользкое дело. То есть это когда нас заманивают в ловушку, да, предлагают какие-то плюшки, да, то есть ничего хорошего в этих плюшках нет. Поэтому будьте внимательны. Да, все какие-то заманчивые выгодные предложения нужно будет перепроверять, потому что иначе, да, то есть это принесет неприятности и печаль. Вы будете расстроены, то есть вы позже поймете, да, что это вот был обман. А может еще и неприятности дополнительные себе на голову получите. Поэтому тут вот надо быть осторожными. Дальше. Ну и опять же и выбор. Да, то есть вы стоите перед выбором. Соглашаться, не соглашаться. Да, то есть тут вот от этого выбора будет зависеть, будет неприятность или нет. Можно еще так трактовать. Это из минуса. Из плюса что будет? Из плюса исполнится желание. Будет какая-то победа у вас.
будут финансовые операции и будет получение в этот день. Может быть, получение денег, как вариант. Поэтому вот ваша задача избежать вот этой рыбы в понедельник. Благодарю за внимание. Перехожу к девам. Девы, 29 мая. События дня, понедельник. Что будет у дев? Деньги. Мешочек преследует все знаки зодиака. Да, в этот день что-то будет с деньгами. Много будет трат, расходов, покупок, наверное, у всех. Так, смотрим дальше. Приглашение, может быть. Якорь, остановка. Или еще возможность что-то доделать. Подарок. Может быть, у вас будут траты на подарочек, если вас куда-то пригласили. Цветок нельзя. Конвертик, новость. Получение новости, информации. То есть, возможно, например, смс-кой, да, придет приглашение. Слезы. Слезы из-за якоря. Что-то держит. Может быть, по якорю вы не сможете прийти, да, то есть на это приглашение. Что-то будет вас мешать, будет что-то держать. Хотя нет, выпадает дорога. Якорь — это может быть прибытие как раз. Ну да, видите, все равно показывает. Праздник точно будет. Если выпадает домик, то это когда вот у нас праздник, за застольем собирается много людей, что-то отмечают. Поэтому тут очень много событий, видите, указывают, что праздник будет. Может быть, это слезы радости. Будете там смеяться до слез. Угу. Так, периметр не вижу. Получается, в этот день по мешочку у вас будут расходы, да, какие-то. Могут быть, конечно, доходы, расходы по-разному проигрываются, но точно что-то делаете с деньгами. Дальше какое-то мероприятие, приглашение, подарок, дорога, получение новости. Ну, я думаю, что это новости будет, да, об этом приглашении. Остановка и слезы. Вот такие события для вас на понедельник. Благодарю вас за внимание, девы. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части видео. Как ее найти? Очень легко. Ссылочку на вторую часть я всегда оставляю для вас под видео, да, чтобы вам было легко найти. Нажимаете, переходите и попадаете во вторую часть. Там всегда есть тайм-коды, да, то есть всегда у меня лежат значки, по значкам можете находить свой знак. В общем, жду вас во второй части.